Esam Tukumā, tikko ir noslēgusies pirmssezonas pārbaudes spēles starp Rīgas Dinamo un Habārovskas Amur. Spēles pamatlaikā rezultāts bija neizšķirts 2-2, taču pēc tās metienu sērijā uzvaru izcīnīja Habārovskas Amur. Zīmīgi, ka Habārovskas Amur sastāvā spēlē divi Latvijas izlases hokejisti - Aleksejs Širokovs un Mārtiņš Cipovs. Kāda ir pirmie iespaidi un kā es iejūties jaunajā komandā? Pagaidām ir viss baigi labi. Principā sagatavošanās posms iet un viss kārtībā. Un taktiskajā ziņā ir kādas atšķirības no Dinamo stila un Amura? Protams, ir nedaudz savādāk. Katram trenerim ir savu taktiskie zīmējumi, bet uz to tagad nevar tā ieciklēties, jo pagaidām iet smagais darbs, teiksim, fiziskais un taktika nedaudz vēlāk sāksies tā pa īstam. Ir, teiksim, kādas atšķirības tīri sagatavošanās procesā, kā ir Amura un kā bija Dinamo? Ir jā, nedaudz savādāk. Tā bišķiņa programma sagatavo. Treniņi grūtāk, vieglāk? Varbūt ne grūtāk, bet savādāk. Kaut gan varbūt nedaudz arī garāk treniņi. Šodien Rīgas Dinamo sastāvā debitēja jaunais latviešu uzbrucējs Ainārs Podziņš, kā arī Jurais Šimeks. Айнар, поздравляем тебя с дебютом в матче в майке «Динамо Рига». Как ощущал себя в игре? Было ли волнение? Волнения, конечно же, были. Первая игра, уже соперник серьезный. Но команда мне помогала как могла. Пытался сделать все, что мог. Конечно, много не получалось, на то она и есть дебютная игра. Желание было, старался, пытался порадовать болельщиков «Динамо Риги» всем, чем мог. Для тебя это, по сути, первая игра на таком уровне КХЛ. Успел ли ты освоиться? Почувствовал ли разницу между тем хоккеем, который играл в прошлом сезоне и который предстоит на этом уровне? Конечно, уровень здесь значительно выше, на то оно и КХЛ. Партнеры лучше, приятно с ними было играть. Конечно, не освоился, есть еще над чем работать и много над чем работать. Свои ошибки я знаю, планирую их исправить и исправлю. Насколько сильно отличается тренировочный процесс в твоем прежнем клубе и то, что предлагает Шуплер? Шуплер, у него очень интересные тренировки, мне приятно их тренироваться. И Виктор, и Арчи уделяют мне много внимания, корректируют меня, показывают мои ошибки. И с такими тренировками можно чего-то добиться. Очень приятно находиться в этой обстановке с такими одноклубниками, с такими тренерами, условиями. Очень рад, болельщики делают все, чтобы я рос и как спортсмен, и как человек. Приехав в Ригу, ты попал под достаточно сильный пресс со стороны масс-медиа. Испытываешь ли ты давление со стороны медиа и влияет ли это на тебя и на твою игру? Конечно, когда я приехал, меня сразу встретили журналист, Алексей, болельщики очень встречали, освещали это. Это очень приятно. И, конечно, давления никакого не чувствую. Я благодаря таким болельщикам я должен показывать идеальную игру. Я еще не показал то, на что я могу. Могу сказать только большое спасибо болельщикам «Динамо Риги» за то, что они так меня поддерживают команду, в которой я играю. Очень приятно мне в этой команде находиться, играть для них, показывать все, что я могу. Могу сказать только огромное спасибо болельщикам. Даже нет слов, как их поблагодарить. Я должен для таких болельщиков показывать все, что я могу. Команда провела 2 контрольные игры, забила 7 голов, из которых 6 в большинстве. Это свидетельство о том, что в новом сезоне у нас будет новое оружие. Я не считаю, потому что все подготовочный этап, и посмотрим, как дела пойдут дальше. Желательно, если бы было так удачно, это было классно, но КХЛ совсем по-другому, и там мастера сумеют очень здорово поиграть в меньшинстве. Сегодня в составе команды дебютировали 2 нападающих новых, Подзинч и Шимок. Какое они впечатление оставили? Я думаю, что Подзинч очень молодой парень, который надо ему набирать опыт, и не сомневаюсь, что в будущем он может быть одним из лидеров в команде. Надо, чтобы 2-3 года поработал.
И этот опыт, как я сказал, чтобы набрал. Какое впечатление оставил Юрай Шимек? Ну, пока я не хочу, это очень рановато, но мы должны уже принимать решение. У него не повезло, у него было заболевание горла с температурами, и пока он еще полностью не восстановился, поэтому не смог себя показать. Сегодня в Ригу прибыл новый вратарь Телквист. В воскресенье прибывает центральный нападающий Троттер. Они поедут с командой на турнир в Астану? Да, они будут в составе 28 людей, которые идут в Астану. Ну, фактически 28 людей, это 3 вратаря и 5 полных пятерок. Да. Фактически все те люди, кто принимал участие в контрольных играх. Да, плюс Юрки Шталч, который тоже пойдет на поездку с нами. Почему ему не дали возможность сыграть в этих 2 матчах? Вопрос уже недавно решили, просто не знаем его возможности. А в Астане мы не можем просто такое же количество игроков сразу в 2 играх товарищески проверить. Хорошо, Юлия, спасибо большое, удачи.